Всем доброго времени суток, канал Коми Рыбак, ну и конечно же я рад приветствовать вас на нашем канале. И вот такое вот коротенькое включение, идет заключительный этап, можно так сказать, подсушивания язя холодного копчения. Это у меня как бы впервые такой опыт. Обычно я раньше подвяливаю, но потом у меня идет процесс копчения. Полугорячего копчу я в бочке. Ну а на этот раз наоборот. Рыба была сначала просолилась. Сначала она просолилась, вон, внутри мясо красное, как у семги. Сначала она просолилась недельки 3, наверное, в рассоле в леднике. Затем немного мы ее высушили, чтобы лишний рассол стек. Затем было холодное копчение в течение 3 суток. Ну а так как осталось, вон, как мы видим, осталась влага еще. Попробовали, правда, мы штук 5 уже смолотили. Вкусняшка еще та. Но все-таки, чтобы лучше сохранилось, решили убрать лишнюю влагу. И вот так я вот развесил. Вот сколько тут у меня. В 2 ряда по 2 рыбки. Вот так вот на такие вот проволочки я повесил их. Парочками. Вот там вот 2-й ряд. Прямо над печкой. Протопил печку на летней кухне. И вот так они у меня будут сушиться. Уже копченые. Теперь они будут подвяливаться. Вот такая вот картина красивая. Ну потом, когда лишняя влага выйдет, когда спинки станут потоньше, вот, мы их уберем в ящички, и они, ну я так думаю, они долго лежать не будут, это точно. Лето жаркое впереди, надеюсь, у нас лета еще не было. А так, пенный напиток, прохладненький с холодильничка. И вот такой язь. Попробуйте теперь сказать, что вот эта рыба, приготовленная вот именно так. Сорная там или еще какая-то язь, грязь там или еще, что его не едят. Я не знаю, это надо просто попробовать. Это очень вкусная рыба. И это действительно все очень и очень вкусно. Так что это очередное блюдо. Плюс к консервам, плюс к жареным хвостовым плавникам, плюс холодец из голов язя, плюс язь соленый в рассоле на леднике, плюс жареные ребрышки язя, плюс с мякоти сделанный фарш, из него котлеты. Много-много еще можно блюд сделать из язя, и каждое блюдо в отдельности очень и очень вкусное. Вот такое вот у меня сегодня короткое включение. И всем пока. И до встречи на водоемах. Следующая встреча у нас будет на реке. До свидания.